18 лет пошла круглосуточная работа, без премиальных. Семья из Ингушетии удостоена ордена родительской славы. Торжественная церемония прошла в Кремле. Я всех нас сегодня поздравляю с этим событием, всех жителей Клиева, матерей. Подгадали аккурат к празднику. В Ингушетии открыли детский сад в Клиеве и новый корпус в летнем горном лагере Эрзи. Международный день защиты детей. Горы мороженого, море соков и дружба с медведем диковинным. Все это устроили в Назране и Магасе. Приоритетная задача – сберечь нашу молодежь от всего негативного. Как познать истину, чтобы не угодить в пропасть? Сегодня обсуждали на встрече молодежи с богословами в Малгобекском районе. С приземлением. Завтра в Ингушетии стартуют международные соревнования по парашютному спорту. Это новости 24 в студии Лейла Цурова. Добрый вечер. Президент страны Владимир Путин подписал указ о награждении 60 российских семей орденами «Родительская слава». В списке награжденных по представлению Юнусбека Евкурова оказалась и супружеская пара из Ингушетии. В семье Дзахкиевых 9 детей. Торжественная церемония награждения прошла в Кремле. Напомню, что для нашего региона эта награда не новая. В 2012-м она была вручена семье Измайловых из селения Икажево. Репортаж Заримы Луевой. Кремль – торжественный зал, большие столы для больших семей. В День защиты детей Владимир Путин отмечает тех, кто посвятил себя воспитанию детей, как своих, так и приемных. Ордена «Родительская слава» удостаиваются лишь те семьи, у кого 7 или больше детей. Такие семьи, как ваши, это воплощение наших лучших российских традиций. Чадолюбия, верности, сострадательности, бескорыстной поддержки. Эти качества всегда были и остаются для вас опорой. Но не только для вас, но и для нас, для всей страны. Каждой паре вручается почетная грамота, 100 тысяч рублей и 2 ордена – маме и папе. От Ингушетии к почетному ордену «Родительская слава» представлена семья Дзахкиевых. Интересно же побывать в Кремле, по экскурсии походить по Кремле, увидеть многое. В гареме Макшарипа Дзахкиева 8 девочек, все они почти погодки. А долгожданный наследник Абдулла родился последним, сейчас ему 2 года. Супруги Макшарип и Хадижат вместе уже 20 лет. Она вышла за него в 18, а сейчас в свои неполные 38 у женщины уже 9 детей. С 18 лет пошла круглосуточная работа, без премиальных, никакой там самой, отдаешь, не жалея себя всю каплю, свою последнюю. Внимание надо уделять каждой, хотя бы час надо уделить. Но, конечно же, самый маленький, самый большой, он забирает час. Большого материнского сердца хватает на всех. И хотя за плечами матери-героини огромный опыт воспитания девочек, сама Хадижат говорит, что с рождением сына начала учиться материнству заново, буквально с первых минут. Я 8 родила, 9-го как родила, и как заново, видишь, как первый раз учишься, с самого первого пеленала, я даже в больнице, я не могу его пеленать. Приходили медсестры, и они пеленали его. Мать 8 детей не умеет пеленать, а я боюсь, я говорю. 46-летний глава семейства в прошлом сотрудник правоохранительных органов, ветеран боевых действий. Несколько лет назад Макшарип ушел на пенсию по состоянию здоровья. Мужчина немногословен, впрочем, дома его понимают с полувзгляда. Кстати, одним из обязательных условий в выборе кандидатов, представленных к ордену, это родители, подающие пример в воспитании детей и укреплении семейных ценностей. В воспитании младших сестренок своим родителям уже помогают и старшие девочки. 5 детей я воспитала. Помогала маме. Детей люблю очень. Поступила на педагогический начальный класс образования. Если старшая дочь Фатима станет учителем, то ее сестра Хади выбрала не менее благородную профессию. Я планирую в этом году поступить в медицинский. Хочешь быть врачом, да? Да, семейным доктором. Хочу быть. В
В семье все обязанности по дому справедливо распределены. Пока самые старшие трудятся на кухне, другие делают домашнюю работу с младшеклашками. К слову, сейчас в этой семье 6 школьников. Быть многодетными родителями – это значит отдавать колоссальные силы на их воспитание. Это моральные и материальные трудности. Но каждый из сидящих в зале глубоко убежден, что настоящее счастье в больших и дружных семьях. Глава государства отметил, что именно они пример для подражания. Что посвятить жизнь даже одному человеку без преувеличения – огромное дело государственной важности. Зарима Ивлоева, Магомед Дидигов, Новости 24. Сегодня в Плиеве торжественно открыли первый в селении детский сад. В церемонии принял участие глава региона. Здесь смогут одновременно разместить 220 малышей. Социальный объект строили 3 года и сдали в первый день лета ко Дню защиты детей. Дошкольное учреждение предусмотрено по программе «Дорожная карта». Репортаж Марины Котеевой. Залина Нальгиева решила поближе познакомиться с садиком, в который ее сын совсем скоро начнет ходить. Женщина встала в электронную очередь, когда ребенку было всего 3 месяца. И вот спустя 3 года новый детский сад наконец распахнул для них свои двери. Радует то, что им не придется далеко ездить. Это несравнимо даже ни с каким другим садиком. Во-первых, я была во многих садиках. Было такое, что я меняла даже садик там по каким-то причинам. Но здесь сегодня открытие, мы только осматриваемся. Вид, конечно, великолепный. Надеемся, что будет также в дальнейшем. Очень красиво, просторно. Айшет Аздоева пришла на открытие садика вместе с внучкой. Они живут в нескольких минутах ходьбы отсюда. В семье Аздоевых не нарадуется такому подарку. Первый и пока единственный государственный детский сад в Плиево начали возводить еще зимой 2013 года. Располагается он на возвышенности в живописном месте. Аж глаз не отвести. Большие просторные спальни, игровые комнаты, рабочая зона со всем дошкольным учебным материалом, санузлы с отдельными шкафчиками, кабинет ИЗО, оборудованный специальной мебелью, музыкальный кабинет и, конечно же, спортзал. В общем, все, что необходимо как для физического, так и для умственного и культурного развития малышей. Благоустроили и территорию вокруг, построили игровую площадку, поставили качели и беседки, а для мальчишек сделали футбольное поле. В свою очередь, строители постарались выполнить работу на совесть и использовали только самый качественный, экологически чистый и дорогой материал. Несмотря на то, что здание возводилось по готовому проекту, подрядчики внесли в него кое-какие изменения и вполне довольны результатом. Кое-какие моменты, где были заложены старые уже неприменяемые материалы, мы их заменили. Вот в частности по фасаду, посмотрите, там, значит, была штукатурка по сетке, да, а мы ее заменили вот на композитные материалы. Довольно-таки эстетично, да, получилось. Педагогический состав уже полностью укомплектован. Около 30 воспитателей, логопедов и психологов. Заира Чебиева уже имеет опыт работы с детьми. Совсем недавно она ушла из столичного детского сада, так как ежедневно ездить в другой город было очень накладно. Девушка рада, что теперь ей не придется далеко ездить, ведь новое место работы совсем рядом с ее домом. Самое главное, я считаю, любовь к детям. И воспитатель обязательно должен быть ответственным, толерантным, воспитанным. Сам в первую очередь должен быть воспитанным. На сегодняшний день в электронной очереди Плиева стоят более 500 малышей. В садик обещают определить около 400 дошколят. Уже зачислено 100, но работа продолжается. Несмотря на то, что новый детский сад рассчитан на 220 детей, места для всех вполне хватит. В льготной очереди около 390 детей. И дети формируются, дети в комплектации. То есть сейчас группа комплектуется. После окончания комплектации дети начнут посещать детский сад. Штат укомплектован. Педагоги прошли тестирование в Минобразовании. Они все прошли курсы повышения квалификации на базе Института повышения квалификации. То есть работа полным ходом кипит. Большинство процентов на 90-95 в этом саду будут работать именно жители этого села. Это, во-первых, это что самое главное для нашего села, это самое главное, это рабочие места, это наши дети, которые здесь будут проходить обучение. Что касается самого объекта, просто слов нету. Торжественная церемония открытия собрала во дворе детского сада как местных жителей, так и руководителей министерств и ведомств республики. А почетным гостем стал Юнусбек Евкуров. Глава региона обязал Минобр и правительство республики строго контролировать работу садика, начиная от педагогического состава, заканчивая качеством обучения малышей. Юнусбек Евкуров отметил, что в скором будущем здесь же рядом вырастет школа. Я всех нас сегодня поздравляю с этим событием, всех жителей Плиева, матерей.
желаю здоровья, счастья. В этом году мы сдаем еще 4 детских садика, насколько мне память не изменяет, и 21 школу. 21 школу. Это большой, огромный плюс. Это новые, снесенные старые, на месте построены новые школы. Вот представьте, сколько объектов только по линии образования мы в этом году даем. Итак, самый важный и волнующий момент для всех присутствующих. Юнусбек Евкуров лично осмотрел садик внутри и двор с игровыми площадками. Единственное замечание к покрытию игровой зоны. А тем временем малыши чувствуют, что это их праздник и веселятся как могут. Ведь этот день для многих дошколят будет новой страницей в их долгой и счастливой жизни. Марина Катиева, Магомед Дидигов, Новости 24. Новый гимн, торжественное построение и речевки. Именно так встречали почетных гостей в летнем оздоровительном лагере Эрзи. В Джерахском районе сегодня сотни отдыхающих стали свидетелями церемонии открытия нового корпуса на 450 мест. И очень символично, что завершение строительства совпало с праздником защиты детей. Несколько больших площадок, бассейн, игровые залы – все созданные условия для отдыха, осмотрел лично глава Ингушетии. У этих ребят сегодня тройной праздник – День защиты детей, открытие летнего оздоровительного сезона и вместе с ним нового корпуса лагеря. Сегодня Эрзи в новом облике официально принимает около 500 детей из всех интернатов республики, а также гостей из города Иваново. Торжественному и в то же время историческому для лагеря событию воспитанники Эрзи посвятили и новый девиз лагеря. Благородным будь всегда! Благородным будь всегда! Раз, два, три! Глава республики лично поздравил детей с этим праздником. Юнусбек Евкуров отметил, что в лагере должны встречаться дети разных национальностей. Впрочем, первые шаги к этому уже сделаны. В Эрзи каждое лето приезжают дети не только из Иваново, но и многих северокавказских регионов. Необходимо детям прививать любовь к нашей природе, к нашим традициям, обычаям. Это как раз то место, где это нужно делать. Для этого надо приглашать сюда и возить детей с экскурсоводом на башенные комплексы, рассказывать обычаи, традиции, стариков местных приглашать, которые расскажут детишкам сказки, как жили, как работали, как трудились, в том числе. Все надо делать, чтобы дети не просто здесь научились кричалкам хорошим. Надо признать, очень так хорошо кричали, тоже молодцы. Но должны все взять. За это время, которое вы здесь будете. Дети из Иваново отдыхают в горах Ингушетии каждое лето, уже в течение 8 лет. Но на этот раз к отдыху они подготовились основательно. Каждый ребенок привез с собой в Ингушетии по одному концертному номеру. А выступление этих ребят показало, что зажигательную лезгинку умеют танцевать не только кавказцы. Эти юные ивановцы приезжают в Эрзи уже не впервые. Из горной здравницы дети везут с собой домой не только хорошие воспоминания и положительные эмоции, но и запасаются новыми знакомствами и друзьями. А горная природа, башни и чистый воздух не может оставить равнодушным никого из них. Я был в Анапе, но мне там не понравилось. После Анапы мы поехали в Ингушетию, и мне тут очень сильно понравилось. Стало больше народу, больше детей, больше друзей стало появляться. Мне тут очень нравится. Корпус очень красивый, большой. После торжественной части мероприятия глава республики проверил, в каких условиях ребята будут проводить оздоровление. Где новая постель? Здесь холодно здесь. В новом корпусе предусмотрено 450 мест. Кроме того, для детей построили 4 больших летних площадок. Бассейн, игровые залы, зал для интеллектуальных игр и многое другое. А в скором будущем на соседних площадках планируется возвести еще несколько новых зданий. Здесь уже более 400 детей с разных регионов России. И я думаю, до конца 2018 года, вот где мы сейчас стоим, находимся, здесь будет второй этап. Добротная столовая, еще один корпус. Где-то здесь лагерь будет на 1000 детей. Это мощный большой лагерь будет с бассейном, со своим комплексом, со всеми делами. Ну а прежний корпус лагеря будут реконструировать, а игровую площадку сделают намного больше, чтобы в следующем году лагерь смог принять больше детей. 28-го еще доедут ивановские дети. Вы знаете, что у нас отдыхали дети из Кабардино-Балкарии, из Карачаева, Черкесии, из Дагестана.
Все везде, во всех корпусах будут дети. За этот летний сезон в лагере планируется еще 5 заездов. В Эрзи ребята проведут 2 незабываемых недели, поближе познакомятся с древней культурой Ингушетии и заведут новые знакомства. Салим Хамхоев, Ильяс Досхоев, Новости 24. Сегодня Международный день защиты детей. Праздник светлый, теплый и очень важный. Назране подготовили большую концертную программу с участием победителей конкурса «Созвездие», а также других юных, но очень талантливых артистов. Весь день пришедших на праздник развлекал очаровательный 2-метровый панда. Виновники торжества могли вдоволь наесться мороженым, выпить сок, а после оценить работы, представленные на Международной детской художественной галерее. Репортаж Мадины Пугоевой. На площади перед Назрановским дворцом культуры с утра многолюдно. Детишки и их родители с размахом отмечают День защиты детей. Национальные танцы, вокальное исполнение, талантливое и вдохновенное чтение стихотворений и многое другое. В рядах выступающих сегодня победители республиканского конкурса «Созвездие» и воспитанники Назрановского центра детско-юношеского творчества. Мы сегодня пришли на праздник. Праздник очень хороший, весело. Все дети счастливы. Конечно, и мы тоже, бабушки, родители тоже счастливы. Спасибо всем организаторам. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мир. Мне понравилось, как они там барабаном бьют и крутят барабан этот. Еще как они танцуют. Один танцевал и упал. Мы надеемся, что все наши зрители, увидев и мероприятие, и концерт, возьмут многое для себя. Где-то у нас же талантов для детей очень много. Может быть, кто-то захочет пойти дальше на сцену, тоже так же петь. Надеемся на это тоже. Особенно значимым и долгожданным этот праздник стал для 7-летнего Абдулмалика Гасарова. У мальчика прогрессирующая болезнь Розария Дорфмана. Несмотря на свой диагноз, Абдулмалик искренне рад, что в этот день он смог поделиться своим праздничным настроением с другими и получить взамен такое же море положительных эмоций. Мне сегодня понравился мишка, который стоял и танцевал. А еще что понравилось? Все концерт понравился. Для юных зрителей этот праздник действительно стал запоминающимся. Организаторы мероприятия приложили к этому максимум усилий. Мэрия города позаботилась о том, чтобы дети смогли не просто посмотреть выступления талантливой молодежи республики, но и воочию увидеть самые лучшие работы школьников, которые вошли в Международную детскую художественную галерею Ингушетии. Мне эта картина понравилась, особенно башня, потому что это история наших предков. Мне бабушка, дедушка рассказывали, я не раз видела их вживую и с удовольствием приехала бы туда. Помимо всего прочего, детей ждал приятный сюрприз. Мороженое и холодные соки, подаренные им игурским филиалом МРСК Северного Кавказа, в этот день оказались кстати. К тому же детей лично поздравила и заместитель главы городской администрации Хадя Алхастова. Поздравляю и с Днем защиты детей, и с наступающим Днем Республики. И теперь скажите мне, Назрань рад гостям? Я не слышу. Назрань, вы рады гостям? Молодцы! Самым интересным на празднике, по мнению детишек, стал 2-метровый панда, с которым все желающие смогли сделать памятное фото. В целом, День защиты детей в Назране прошел на ура. Этот день, несомненно, подарил всем присутствующим море позитива и оставил у детей приятные воспоминания на целый год. Мадина Пугоева, Хаваш Далаков, Новости 24. Ну а в летнем амфитеатре сегодня детишек развлекал забавный дуэт «Клоунесса и пират». Они только подогревали публику, затем на сцене началось сказочное представление, зазвучали полюбившиеся всем песни. За всем этим наблюдали детки самого разного возраста, социального положения и возможностей. Их всех объединили праздник и восторг. В Магасе за хорошее настроение отвечали Микки Маус и его команда, ну а мэрия подготовила целый ряд развлечений для детворы. Слово нашим корреспондентам. Сказочные представления, любимые герои мультфильмов, много мороженого, радости и веселья. Сегодня в центре внимания не только самые маленькие, но и те, кто немного постарше. Они пришли сюда целыми семьями, нарядные, красивые и каждый на личном транспорте. Мимо таких украшенных детских колясок невозможно пройти. Здесь же и полицейская машина, и пиратский корабль, и даже машина Министерства чрезвычайных ситуаций. Наш папа работает в МЧС, мы поэтому решили так оформить нашу коляску. Решили нашему маленькому чуду сделать сегодня небольшой праздник. Желаю детям побольше смеха, улыбок, радости, здоровья, чтобы у них каждый день был праздником. Пока за кулисами артисты готовятся к выходу на сцену, детей развлекают клоун Маша и злой пират. Они специально приехали на праздник подарить детям хорошее настроение, ведь улыбки детей единственное, что в этот день может радовать глаз.
За своих детей сегодня радуются и их родители, ведь именно они самые главные их защитники и друзья, которые всегда готовы прийти на помощь своему ребенку. Диана Халухаева признается, ее детство прошло без родителей, и, будучи круглой сиротой, она пытается подарить прекрасное детство своим детям. Ну а такие концерты ей только в помощь. Хочется поблагодарить всех тех, кто устроил для наших детей этот праздник. Очень прекрасное место, много развлекательного для наших деток. К этому празднику готовились очень долго, репетировали и днями, и ночами, можно сказать. Мы хотим показать, что нашим деткам, что они защищены, что есть кому за им постоять, что за нашими детками есть огромная большая стена. На особом детском празднике присутствуют и особенные дети, которые сегодня забыли о своей боли и также радуются этому дню вместе с остальными. Мне здесь очень нравится. Я хочу поздравить всех детей с праздником. Всем здоровья, счастья и удачи. Сегодня мы слышим в наш адрес очень много поздравлений и каких-то позитивных отзывов. Я поздравляю сегодня всех детей с этим замечательным праздником. Тем временем на сцене настоящее веселье, танцующие дети и поющие артисты, которые исполняют полюбившиеся всем песни. День защиты детей по традиции будут отмечать до конца недели, поэтому впереди этих детишек ждет еще много веселья и хорошего настроения. Лина Сычоева, Майрбек Межоев, Новости 24. Заводные танцы с мультяшными персонажами, энергичной музыкой и волна позитива коснулась каждого ребенка, который решил отметить День защиты детей в молодом и процветающем городе солнца Магасе. Микки Маус и его команда сумели буквально заразить положительными эмоциями даже самых скованных и скромных детишек. Поэтому танцевали на празднике все без исключения. Перед живым исполнением известных артистов просто невозможно устоять. Традиционным национальным танцем перед юной аудиторией выступил молодой танцевальный коллектив. Потому как бурно реагируют дети, можно смело сказать, что праздник, безусловно, удался. Свой талант перед публикой продемонстрировали и воспитанники школьных кружков. Мы гуляем, отдыхаем, у нас очень интересные выступления. Наш лицей выступает, мы танцуем танец. Как наш танец называется, ребята? Шалунишки. Нам очень весело и интересно. Спасибо за эту организацию, что организовали такой интересный, хороший праздник. Главным развлечением для гостей Магаса стали батуты, надувные горки и аттракционы для малышей в виде лебедей и паровозика. Это мероприятие стало праздником не только для детей, но и для взрослых, которые получили возможность, как говорится, вспомнить молодость. Возможностью покататься на аттракционах решила воспользоваться и наша съемочная группа. Потому как захватывает дух на подъемах и спусках, этот аттракцион действительно можно назвать крутыми горками. Дети от такого выброса адреналина просто в восторге. Мне понравились все аттракционы, они все были очень интересные. Те, кто постарше, тоже не упустили возможность забраться наверх и поглядеть происходящее вокруг с высоты птичьего полета. Пользуясь случаем, детей и их родителей с праздником поздравил и мэр Магаса Беслан Цучуев. От всей души поздравляю наших детишек с этим событием, с этой датой. Желаю, чтобы наши дети выросли достойными своих предков, наших достойных и великих предков. Желаю, чтобы каждого ребенка реализовалась его мечта, и чтобы от каждого ребенка, когда он станет взрослым, была польза нашему народу, нашей республике, и чтобы взамен нам выросло другое, еще более достойное поколение. Мадина Пугоева, Хаваш Гойгов, Новости 24. Ну и традиционно в этот день детей радуют подарками. Воспитанники дома-интерната в Троицком встречали гостей из компании «Газпром». Они привезли с собой сладости, а вместе с ними хорошее настроение. Здесь воспитываются более 2 десятков детей. И каждый вот такой визит для них – это целая маленькая жизнь с массой впечатлений и зарядом на непростое, но не безучастное будущее. Репортаж Антира Манкиева. Спасибо.
Желания исполняются, нужно только верить. Это знает, пожалуй, каждый ребенок. Ну а большие мечты маленьких воспитанников дома-интерната в Троицком исполнились сегодня. Представители «Газпрома» в преддверии Дня защиты детей приехали к ним с подарками. Мы отдельно выбрали день, созвонились с их заместителем, узнали именно кто что именно желает, кто что хочет. Нам рассказали, что Александр хочет машинку, Хава хочет куклу, я уже все это помню. Каждому подписали, выборочно все и привезли. И мы видели, что действительно эти улыбки были искренние, они были рады. Все воспитанники – дети с ограниченными возможностями здоровья. Ильяс Саутиев в интернате с 11 лет, сейчас ему 18. Его диагноз – ДЦП. Сегодня ему подарили много сладостей, которые он безумно любит. Не обращая внимания на свою болезнь, Ильяс, как истинный джентльмен, пытается ухаживать за новой гостьей и делает ей комплименты. Хорошее настроение, гости хорошие, подарили вот сладость. Спасибо гостям. Все воспитательницы дома-интерната отзываются об Ильясе как об очень способном человеке. Несмотря на свою болезнь, он усердно старается учиться. Ильяс у нас обладает таким, хоть и болезнь тяжелая, но он умеет разговаривать, произносить некоторые слова, хоть и тяжело для наших некоторых детей. Он хоть и не поддается обучению, но он все понимает. Он понимает, что навещают со стороны, он все это запоминает и чувствует, конечно же. А вот Александр Скавровский тут совсем недавно, но уже успел освоиться и обзавестись друзьями. Мальчик очень давно мечтал о большой игрушечной машинке, и сегодня он ее наконец получил. Сегодня привезли подарки. И что тебе подарили? Черная машина. Она тебе нравится? Я очень ждал машинку, когда привезут. Вот. Воспитатели дома-интернат говорят, что для этих детей очень важна поддержка со стороны. Сами сотрудники по мере своих возможностей пытаются устраивать праздники, дарить веселое настроение. Но это ничто по сравнению с тем, как эти дети оживают, когда к ним приезжают гости. Им важно знать, что они не безразличны, и в такие моменты они бывают искренне счастливы. Так как навещают сегодня наших детей, такие гости очень значимы для наших детей. Вот это внимание со стороны. Эти дети замечают вот это внимание, вот это вот тепло со стороны, и для них это важно. В интернате на сегодня более 20 детей. Воспитатели уже научились находить подход к каждому из своих подчиненных. Зря времени здесь никто не теряет. Когда одних учат разговаривать, другие же учатся читать и писать. К нам, когда определяют ребенка, этот ребенок даже не может ручку, не то что ручку, ложку в руках держать, ручку держать. Со временем это все налаживается, они всему этому учатся, и воспитание хорошее этим детям дается, умеют здороваться, прощаться с людьми, умеют встречать людей. К сожалению, не все дети живут беззаботной жизнью. Для многих из них счастье – это когда просто не нужно пить горьких лекарств и делать уколы. Индира Манкива, Рамзан Миржоев. Новости 24. Сегодня впервые в республике прошла торжественная церемония награждения лучших благотворителей. Мероприятие приурочили ко Дню защиты детей. Премией «Открытое сердце» и грамотами за трудовые подвиги на благо Родины и служению идеалам добра и милосердия наградили благотворительные фонды и просто людей, которые не остаются безучастными к чужой беде. Первым награждаемым на вечере стал глава региона, по инициативе которого в 2012 году в республике прошла акция «Прикоснись к сердцу ребенка». Тогда, благодаря собранной сумме в размере более 10 миллионов рублей, 58 детей с пороком сердца из нашей республики были удачно прооперированы в центре Бакулева в Москве. Награждали Юнусбека Евкурова те самые счастливчики. Благодаря все-таки тому, что общество наше здоровое, общество наше верующее, мы все-таки больше находим и проводим вот таких акций для того, чтобы наши детишки получали квалифицированную помощь, а родители, естественно, соответственно, были более спокойны за своих детей, за их здоровье. Я хочу сегодня сказать всем, кто здесь присутствует, всем благотворительным фондам, которые стараются, которые делают не на показуху, а, как мы говорим, оно так есть, Ялышида Саган, кто это делает ради вот того, не только этих детей, но и другие акции, по которым мы поддерживаем очень большое количество населения. Большое спасибо. Барком, я Ильяс Халшон.
Глава региона также поделился с собравшимися представителями благотворительных фондов идеями о проведении новых акций в поддержку тех, кому нужна их помощь. Юнусбек Евкуров призвал виновников торжества расширять благотворительное пространство и со своей стороны обещал им всяческую поддержку. Необходимо отметить, что в числе награждаемых было и много гостей из других регионов, руководителей благотворительных фондов и организаторов акций. Мы уже 10 лет занимаемся детьми из детских домов. И более того, занимаемся на очень высоком уровне, на уровне правительства Москвы, работаем с Общественной палатой Российской Федерации. И вот уже 7 лет проводим благотворительный фестиваль «Я верю», куда привозим более 1000 детей. И мне кажется, что было бы правильно направлять этих детей, помогать им, учить и говорить о том, что именно вера во что-то хорошее, вера в то, что им действительно взрослые люди помогут, позволит сделать так, чтобы наше общество будет действительно здоровым, действительно умным, действительно интеллигентным и действительно добрым. Мы дальше будем стараться, дальше будем развивать эту деятельность, и дальше будем помогать нашим жителям. И если, то есть пока есть те хорошие люди, которые помогают фондам, благотворительность будет активно жить. Эффективность мер по обеспечению антитеррористической защищенности транспортной инфраструктуры и мест пребывания наибольшего числа людей сегодня обсудили на заседании ТК с участием главы региона. Здесь же говорили о недопущении протестов в период подготовки и проведения выборов депутатов Госдумы Федерального собрания России, а также праздничных мероприятий. Репортаж Марии Мистоевой. В начале встречи глава республики отметил слаженную работу сотрудников правоохранительных органов и поддержку общественности в период майских праздников. Он особо подчеркнул, что нужно сохранять бдительность не только структурам, ответственным за антитеррористическую безопасность городов и районов, но и обычным гражданам. Общество, поддержки общественности, это тоже надо признавать. Мы на усилении первомайских праздников при полученной оперативной другой информации грамотно это все было реализовано. Найдено большое количество оружия, взрывчатки, в том числе готовых к применению взрывчатки для совершения террористических актов. Это все уже видно, это уже там оперативный штаб показал, рассказал, в пресс-релизе это все есть. Схроны, омудревание, экипировка. Но главное, дали уже показания на своих подельников, в том числе идеологов, организаторов. В ходе совещания был рассмотрен вопрос эффективности принимаемых мер по обеспечению антитеррористической защищенности транспортной инфраструктуры и мест массового пребывания людей, а также о принимаемых мерах по их совершенствованию. Напомним, в результате проведения комплексной специальной операции в Малгобеке и контртеррористической операции в Назране при оказании ожесточенного вооруженного сопротивления 5 бандитов были нейтрализованы, 3 задержаны. Совету безопасности в этом деле вместе с Советом ТЭИПов, с главами муниципальных образований провести самую тщательную, подготовительную и другую работу с родственниками уничтоженных бандитов, с родственниками тех, кого задержали, с родственниками пособников. Всех предупредить, какая есть необходимость сегодня, когда никто вас не преследует, когда жизнь налаживается, республика идет на подъем. Почему вы совершаете зло? Что вам не хватает? Что вам нужно? Также руководитель региона дал поручение провести тщательное расследование по прошедшему инциденту в здании морга в Назране. Напомним, что около 20 человек устроили несанкционированный митинг с требованием отдать тело их родственника Хизира Галаева, который был ликвидирован силовиками во время спецоперации. Вот эти действия происходят не просто там на словах. Это мы уже наблюдали. Рассылки по телефонам. С одного конца в другой конец перемещаются. Толпа там на машинах. И какой-то реакции нет ни со стороны местных органов власти, ни со стороны там постовых. Максимально сделать так, чтобы ни в коем мере, ни в коем случае такие вещи не остались безнаказанными, и без контроля со стороны органов любых, органов правоохранительных, не только но и органов местного самоуправления. При этом Юнусбек Евкуров отметил, что тела убитых надо отдавать родственникам для похорон. О своем решении отказаться от практики выдавать тела убитых в ходе контртеррористических операций боевиков и их родственникам глава региона заявил еще в 2011 году на встрече с молодежью лагеря Машук-2011 в Пятигорске. Мария Мистоева, Хусен Гагиев, Юсуп Ханиев, Ахмед Парчиев. Новости 24.
Причины объявления режима КТО в Малгобекском районе сегодня обсудили на встрече богословов с молодежью. Здесь же подняли тему религиозной безграмотности. Она во многом служит поводом для разногласий между жителями региона. Ну а между тем, по любому спорному вопросу для разъяснений можно обратиться к местным имамам. Истинная вера никому не позволит свернуть с праведного пути и спровоцировать конфликт. В этом уверены священнослужители. Репортаж Индиры Манкиевой. Подобные встречи в Малгобекском районе проходят за этот год уже в 17-й раз. Но сегодня особый случай, признаются собравшиеся в зале имамы и ученые-богословы. Главная тема на повестке дня – причина объявления КТО в Малгобеке из-за спецоперации, в ходе которой были уничтожены участники банд подполья. Подобные ситуации, по словам имамов, возникают из-за того, что большинство молодежи религиозно неграмотны. Здесь преуспели зависимость от чужого мнения. Одна из причин, способствующая распространению радикального течения среди молодых людей. Поэтому приоритетная задача – сберечь нашу молодежь от всего негативного. Необходимо воспитывать молодежь на истинных ценностях ислама. В ходе встречи религиозные деятели затронули еще одну уже наболевшую тему – ситуацию в Сирии. Очень часто молодые люди идут на необдуманные шаги, а причина все та же – интернет. Богословы призвали ребят, чтобы они не поддавались провокациям и ни в коем случае не вели с незнакомыми людьми разговоры на религиозные темы. Ведь за правильным советом в любое время можно обратиться к местному имаму. تسجي تيار دغيت يارد تسجي رزق حانل ديارد سندوتش إذا بيق حمد إيش حمد إزمو حمد ويقام النهديهم ويقام النه واجي بيق بيشولش بات ويقام النه برجع تعجب حق دي مالله شطابة وليديهم بصلب سج لا إله إلا الله محمد رسول الله ملاج وسج بصلب نه بجري مالله شطابة أزولي هار سج ديهم تعو استأخذ ديهم كيجنا بلقل دقة أخر حدا خاطر هدين خين خوش خيط متان خين دالدن حقل ثاني أخر جوب لا تبلغها واجه خيتات خوس. В ходе беседы богословы отметили, что еще одна причина возникновения разногласий среди жителей – это неумение читать Коран и недостоверные переводы сур и аятов и священные книги. Чтобы не запутаться, богословы советуют обратиться в исламские институты или к местным имамам и ученым. Беседа получилась интересной и полезной. Каждый желающий смог задать интересующий его вопрос. Молодые люди из Верхних Ачулков уверены, что в их селе самая дружная молодежь. Их не разделяют различные религиозные течения и мнения, а подобные встречи сплачивают их еще сильнее. Эти мероприятия очень полезны всем спортсменам, всем. И тренера все это доступно объясняют, как имамы. Стоит отметить, что принять участие в заседании антитеррористической комиссии собрались и представители старшего поколения. Для них эта беседа не менее значима, ведь многое зависит от того, какое воспитание родители дадут своему ребенку. Вот такие мероприятия, я думаю, что они проходили бы очень чаще. Желательно чаще проводить, чтобы молодежь и взрослое поколение не забывали о том, что сейчас творится даже в мире восточной, в Сирии то, что творится, значит, чтобы этого не было. В завершении встречи все сошлись во мнении, что каждый должен заниматься чем-то полезным не только для себя, но и всего общества. А старшее поколение должно воспитывать молодежь в духе патриотизма, национальных традиций и обычаев. Индира Манкиева, Магомед Дидигов, Новости 24. Сегодня ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Мухарбек Хашагульгов. Он отправился на фронт, когда ему было 16. Участвовал в боях под Малгобеком. Совсем недавно он сам рассказывал о трудностях военных лет, готовился к празднованию очередной годовщины Победы. Ему было 89 лет. Попрощаться с просто хорошим человеком пришли сотни людей. Военная выправка, прямой взгляд и крепкое рукопожатие. Именно таким он останется в нашей памяти. Казалось бы, совсем недавно ветеран в полном здравии встречал очередную годовщину победы Великой Отечественной. О событиях тех страшных 40-х он рассказывал со слезами на глазах. Трудно представить, что сейчас ветерана уже нет с нами. Когда началась война, Мухарбеку Магомедовичу было всего 16 лет. Но, несмотря на это, с началом Великой Отечественной юноша, как и тысячи его ровесников, отправился на фронт. В 1941 году он участвовал в возведении оборонительного рубежа под Моздоком, а в сентябре-октябре 1942 в кровопролитных боях под Малгобеком.
На похоронах не только те, кто лично знал Мухарбека Хашагульгова. Чтобы проститься с ветераном, пришли практически все жители Сумжи. Порядочный, трудолюбивый, уважаемый. И это не все качества, которыми обладал Мухарбек. По словам его знакомых, он всегда находил общий язык с людьми и никогда не разделял их на своих и чужих. ده الحق لا ديك والبار قدا هم على شو سق واسر دموع بالسوق ثاني واسم لشات بوس بيرجشن شرابو خم تطعن أبغى سامي خاني كور يهزاس كات ورش لا الحمد خلاص هم خوش بيجمي ور خود بير وقول خزي ورش ديك ور أو هسقوير أتحط هم بعض ورش خان بوسم لا خد شامبر بوسم لا تشبه ديك ديزل قبيا ديك قنيش قبيا ناخا ويز نيخ شامبر سقوير ده ليزا مكبيق الليلون. Несмотря на то, что ветеранов Великой Отечественной войны год за годом становится все меньше, их подвиги, несомненно, остаются в сердцах и в памяти людей. Мухарбек Хашагульгов – один из тех, кем вся страна по праву может гордиться. Ветерана похоронили в сельском поселении Базоркино. Далгеш Долцох, Далгагетом Болб. Магомед Асканов, Адам Далаков. Новости 24. В Комитете по хаджу продолжается прием заявок. О том, какие необходимо собрать документы для совершения паломничества и подробности об условиях и программе пребывания, расскажет Муслим Гамурзиев. Комитет по хаджу. Тадик Халшин. Да, я вас слушаю. Что вас интересует? Совершить паломничество и побывать в священных местах – давняя мечта Розы Нагадиевой. До сих пор жизненные обстоятельства не давали ей такую возможность. Сейчас она одна из первых, кому судьба предоставила такой шанс. В комитет по хаджу женщина пришла узнать, какие документы ей нужно подготовить. Желание у меня очень-очень давно, просто с финансами не получается, то дети маленькие. Ну, как получится, очень хочу поехать. Самое большое мое желание – это чтобы туда поехать. Помимо всех материальных вопросов и перечня необходимых документов, Розу, как и многих желающих совершить хадж, интересовала и программа пребывания на Святой Земле. В частности, условия размещения по приезду. Уровень организации хаджа, по словам Розы, является одним из важнейших критериев правильного подхода в реализации паломничества, одного из важнейших ритуалов в исламе. Вылет у нас будет организован с нашего аэропорта Магас, непосредственно в Саудовскую Аравию. Условия там гостиницы мы уже арендовали. Очень красивые гостиницы, они находятся в максимальной приближенности к мечети Аль-Харам, до километра 850-900 метров. В Медине вообще близко, где-то 350 метров. Подготовке к паломничеству комитет по хаджу уделяет пристальное внимание. Организаторы планируют до выезда в священные места провести занятия с паломниками, чтобы по приезду в Мекку у них не возникало никаких вопросов. Уже заключены договора с рядом гостиниц в королевстве Саудовская Аравия и обговорен авиационный маршрут Магас-Медина. А сопровождать наших паломников будут опытные инструктора. Поездка в хадж стоит из расчета $3100. Мы принимаем деньги российскими рублями. Ну, в эту поездку, в эту стоимость входит у нас перелет в оба конца из республики в Мекку, Медину и обратно. Ну и, конечно же, проживание в Саудовской Аравии в гостиницах, в долине Мина и одноразовое питание. Несмотря на то, что первая отправка паломников в хадж состоится в конце августа, желающих подать заявку и совершить паломничество довольно много. В списках уже 270 человек, а всего в этом году выполнить свой священный долг смогут около 1400 жителей нашей республики. Муслим Гамурзиев, Адам Далаков, Новости 24. Эти люди дарят красивые улыбки. В Магасе в гостинице «Артис Плаза» проходит Всероссийский научно-практический конгресс по челюстно-лицевой хирургии и стоматологии. Десятки специалистов в этой области медицины собрались, чтобы послушать лекции ведущих сотрудников московских медицинских клиник. Все подробности у Хаважи Далакова.
Андрей Гришин десятки лет занимается лечением сосудистой патологии области головы и шеи. В Ингушетию врач приехал по приглашению своих коллег. Впрочем, специалисту к постоянным выездам в другие регионы страны не привыкать. Поделиться опытом с коллегами врач одной из ведущих московских клиник считает своим долгом. На этот раз профессор читает лекции ингушским стоматологам, которым консультации в области челюстно-лицевой хирургии безусловно необходимы для их дальнейшей работы с пациентами. У меня запланировано 2 лекции. Это первая часть, это для практикующих врачей все-таки амбулаторного звена, какие можно оказывать виды помощи пациентам с сосудистыми проявлениями в области лица и органов слизистой оболочки полости рта, и поделиться опытом, который мы достаточно серьезно приобрели за последние несколько лет, особенно в свете внедрения высоких технологий, это использование лазеров прежде всего. Радмила Хаутиева в стоматологии уже 4 года. Профессию выбрала еще в детстве. Еще школьницей Радмила мечтала дарить людям красивую улыбку, и в этом она неплохо преуспела. Молодая девушка на сегодняшний день является одним из самых востребованных специалистов республики. На сегодняшний день практически все стоматологи пытаются повысить уровень своих знаний, так как в нашей практической работе это очень необходимо. Конференции с недавнего времени начали уже проходить в нашей республике, и мастер-классы начали организовывать у нас в республике, поэтому это стало очень удобно, что не надо выезжать в другие города и регионы. В республике практически каждый месяц проходят конференции, связанные с профилактикой различных заболеваний. Однако лекции в области челюстно-лицевой хирургии проводятся впервые. Это в первую очередь бесценный опыт для ингушских специалистов, желающих повысить квалификацию. Ведь нередки случаи, когда банальные ошибки стоматологов несли за собой тяжелые последствия, а подобные встречи дают возможность минимизировать случаи врачебных ошибок. В нашей конференции сегодня участвуют не только наши врачи, практикующие по челюстно-лицевой хирургии, по стоматологии, но также из близлежащих субъектов и ряда субъектов Южного федерального округа представители сегодня находятся у нас здесь на конгрессе. В программе этого конгресса содержательные доклады по различным направлениям. Это и ведение консервативного лечения, оперативного лечения, а также диагностики различного рода заболеваний по данному направлению. Конференция, посвященная проблемам челюстно-лицевой хирургии, продлится 3 дня. За это время гости республики планируют поделиться своим богатым опытом с начинающими стоматологами. Хаваш Далаков, Хаваш Гойгов, Новости 24. Сегодня для участников научно-практической конференции, которая накануне прошла в НИИ Чаха-Ахриева и была посвящена 100-летию Брусиловского прорыва, так вот для гостей из разных регионов России и стран ближнего зарубежья организовали экскурсию по горной Ингушетии. Показали тектонические скалы, башенные комплексы, древний храм Тхабайерды и многое другое. Все эти уникальные сооружения вызвали помимо праздного любопытства еще и неподдельный профессиональный интерес. Подробнее Тамерлан Хампоев. Первым делом гости решили остановиться у въезда в Джейрахский район, набрать воды из горного источника и сфотографироваться на фоне тектонических скал. Геннадий Попов приехал в нашу республику из Санкт-Петербурга. Он признается, что до сих пор даже представить себе не мог всю красоту этих мест. Понимаете, сказать просто о впечатлениях, это ни о чем не сказать. Я просто восхищен. Восхищен прежде всего людьми, которые проживают здесь. Природа, вода, то есть зелень, вот то, что происходит, да. То есть это благословенная земля, где живут замечательные люди. Это самое главное. Следующим пунктом посещения стал башенный комплекс Гейкал. Гости с большим интересом слушали экскурсовода. Много открытий сделали для себя даже те, кто знает толк в кавказской культуре. Гостям рассказали об истории ингушских башен и о том, как в настоящее время их реконструируют. Для меня, дагестанца, вот то, что я вижу, это очень интересно и знаменательно, хотя потому что у нас я этого не вижу. Хотя, казалось, мы родственные, близкие народы. То, что вы строили в свое время и родовые башни, и целые селения такого плана, я встречаю впервые. Увидеть величие башенных комплексов на фотографиях и любоваться частицей истории древней Ингушетии воочию – большая разница, считает руководитель Центрального архива Кабардино-Балкарии Руслан Кармов. Впечатляет. Одно слово впечатляет. В принципе, Кабардино-Балкария, у нас тоже есть балкарские башни, но такая сохранность и такое количество этих башен первый раз вижу, и очень впечатлен. С идеей организовать экскурсию сразу после завершения конференции сотрудники Республиканского госархива уж точно не прогадали. У гостей такое детальное изучение истории ингушского народа вызвало неподдельный интерес. Ученые обследовали каждую башню, где каждый камень – это отдельная история. Формат нам не позволяет охватить многие интересные места. Но здесь, в Астинском ущелье, мы посмотрим
покажем, так сказать, то, что будет им интересно. После экскурсии по башенному комплексу гости посетили древнейший христианский храм Каба-Ирды. Знаки, символы и петроглифы на камнях, расположенных вокруг сооружения, вызвали у туристов по-настоящему ученый интерес. Заново для себя открыл все богатство истории Ингушетии, ее культуры, многообразие ее культуры. Мы увидели, как соседствуют христианские, исламские, языческие храмы, памятники старины. То есть самое благоприятное впечатление оставила наша поездка. У гостя из Адыгеи, народного художника России Туоче Жаката, экскурсия оставила непередаваемые впечатления. По его словам, у нашей республики очень большой потенциал в туристическом направлении. Очень объемное и монументальное впечатление, потому что я в горах Кавказа, я дома, здесь будто я родился. Чувствую себя совместимость с ингушским народом. Я здесь и ингуш, и черкес, и дагестанец, кто угодно. У участников экскурсии на прошедшей конференции главной темой была Первая мировая война, и поэтому сегодня они с особенным настроением смотрели на горы и башни, где выросли сыновья народа, доблестно сражавшиеся ради Великой Победы. Тамерлан Хамхоев, Гапур Черкиев, Новости 24. Завтра в городском поселении Сунжа на стадионе имени Дьякова состоится торжественное открытие международных соревнований по парашютному спорту. Помимо представителей нашей страны, среди которых парашютисты ЦСКА, ВДВ и ДСААФ, в состязаниях примут участие 7 спортсменов из Боснии и Герцеговины, Черногории, Швеции, Хорватии и Сербии. Команда от нашей республики выступит в составе 8 человек. Оценивать спортсменов будут по точности приземления. Среди участников парашютисты, в копилке которых по несколько тысяч прыжков. Это мастера спорта России и даже мастера международного класса. Напомним, состязания по парашютному спорту в нашей республике проводятся уже в 5-й раз. В церемонии их открытия примут участие почетные гости. Начало соревнований в 9:00. Такой была среда. Следите за новостями на канале Ингушетия. Спасибо вам за внимание и спокойной ночи.